Ну что, ребята, вот он, Prius. Раскоксовывали мы его где-то примерно с месяц назад. Вот человек приехал поделиться впечатлениями. Смотрим уровень масла. На уровне все, четко прям. Ну и что, как вообще машина едет? Машина заметно отлично едет. Угу. Тяга Появилась, да? Появилась, да, существенно. Все уже, никаких проблем. Ну самое главное. Да. Ну, самое главное, что масложора больше не должно быть никакого. Двигатель мы хорошо отмыли. Он в идеале чистенький. Сейчас покажу. О, какой. Как новый, как с завода. Ну, все, в принципе. В общем, Prius приехал у нас с другой проблемой уже. Сейчас, ну, не проблема, а просто обслуживание батареи будем проводить. Вот, дальнейшее. Ну и, в принципе, все. Так что, ребята, делайте раскоксовку. Это все рабочая схема. Все, главное, надо делать грамотно и правильно все. На батарейку мы почему вскрыли? Потому что контакты очень грязные на компьютере. Я увидел, что окислов много. Они реально вот такие все. Сейчас мы их почистим и обратно будем ставить. В принципе, батарея в очень хорошем состоянии. Даже на компьютерной диагностике она показала очень хорошие результаты. Поэтому смысла нету ее ремонтировать. У нее 0,15 разбежка. Вот. Ну и держит она прилично прям. Такие вот контактные группы сейчас будем чистить, продувать от пыли и ставить на место батарейку. Коробку твою мы уже сняли, короче. И вот они. Детали от подшипника. Его размололо просто конкретно в хлам. Ни хера себе. Смотри. Вообще, шары так размолотило. Жестко размололо. Там дальше внутри. Короче, сцепа развалилась. Сейчас достанем, посмотрим. Сейчас посмотрим, что с ней. Масло. Никакого масла тут ничего не текло. Это тормозная жидкость чисто бежала. Где колокол, все просто чистое. То есть сальник у тебя никакой не бежал, это точно. Да и в коробке тоже следов масла никакого нету. Чисто следы тормозной жидкости. Да, у него аж в корзину затесалась вот эта хрень. Уже все, лепестки ходить не будут у него. Ну, короче, сцепик просто хана, по сути. Сцепления нету. Короче, как-то так. Вон сколько шаров еще валяется. Размотала у него подшипник четных передач. Конкретно. Четко у него целое, а нечетные передачи у него размотало. Ну, Да и холостой, в принципе, отлетел тоже. Но. И хрена прикольно. Это... Вот, это все шары холостого были, которые там. Угу. Даже этот не надо было снимать, все развалилось. Это все в корзине осталось внутри. Охренеть. Ну, что там? О, тут все по тяжелой. Подшипник холостого хода развалился у него конкретно. Шары все повыэтовал. Да. Все. На. Хана ему, короче. Ставим новое сцепление в коробку на фита. Вот новый узел. Пошел в коробку. Давай. Ну что, колокол весь перемыли. Сцепление новое поставили. Все вроде хорошо. Тишина. Здесь тоже все проверили. Маховик снимали. Везде сухость проверили. Ну и засушили еще раз все. Нормально, в общем. Будем ставить сейчас коробку. Залили свежую тормозушку. Все. Сейчас будем ставить коробку.
Это у нас второй фит. На новом сцеплении будет гонять. Вот. В принципе, как бы так. Вот в такой вот коробке оно все приходит. Новое сцепление. Оригинальное. Стоит колоссальных денег, но оно, я скажу вам, того стоит, потому что чем вот это старое все перебирать. То есть новье есть новье. И ходит оно вот с таким вот номером. Вот. Эти детали продаются у нас в Японии. Произведена замена сцепления на Honda Fit GP5. Это у нас пробег 156 631. Здесь решили поставить новое сцепление абсолютно. Вот. Сейчас будем все прокалибровывать. Ну и после калибровок всех отдавать машину клиенту. Хочу сказать, ребята, про новое сцепление. Ну, новое сцепление это, конечно, пушка, потому что там все диски новые. Диск четных передач, диск нечетных передач, все оно нулевое, поэтому как бы толщина дисков очень хорошая. Выжимной при этом не будет напрягаться. То есть машина будет ехать вообще практически как на вариаторе, без лишних как бы шумов. Вот. Что касается ремонтов сцепления, да, ремонт можно в принципе производить, но не всегда. То есть, если все-таки проблема уже с муфтами, когда уже потекла жидкость тормозная с муфт, ну тогда уже как бы ремонт не целесообразен особо. Вот, ну, как бы новое есть новое. Но все-таки, когда бывает денег нету, все равно можно прибечь. Или там временное решение, там нету пока что купить новое сцепление. И как бы, но есть время покопить на него, как говорится. Поэтому можно, в принципе, ставить все, вплоть до там контрактного сцепления, чтобы оно сколько-то хотя бы походило. Что касаемо китайских подшипников, я вообще как бы не сторонник, противником стал. Мы пробовали на них работать, ничего не получается особо, потому что Китай долго не ходит, то есть это сыромятина. И то, что их продают там по 20 тысяч рублей, ну это просто гон. В Владивостоке все завалено этими китайскими, тайваньскими подшипниками, которые стоят от 15 до 20 тысяч. Но даже 15-20 тысяч мне за это хиромантию отдавать жалко. Он не стоит этих денег, он стоит максимум 3000 рублей, там, я не знаю, на запчасти его только пустить. Вот. Там с него можно, там, в принципе, взять, там, я не знаю, что. Да ничего с него особо там не возьмешь. Ну, холостой ход там и то особо, как бы, он долго ходить не будет. 5000 километров его ж не пробег. Поэтому не покупайте китайские подшипники, не идите в эту сторону. Самое лучшее направление это вот идти к новому сцеплению, это залог успеха, что у вас машина хотя бы 100 тысяч километров будет ходить вот, на новом сцеплении. Дальше надо его просто обслужить, пока она не вышла из строя, ну и катать его дальше. Вообще срок данных сцеплений у Honda, ну вот фиты, можно сказать, что они ходят почти что фиты ходят примерно по 300 тысяч километров. Вот. Сцепа ихняя уходит где-то на 300. Там уже диски тонкие становятся, ну и все такое. Поэтому, ребята, Гибрид-центр дает вам совет. Ставьте новое. Не жалейте денег. Как говорится, скупой платит дважды. Вот. А дурак платит всегда, как говорится. Это во всем. Это не только в этом направлении. Это и что касаемо Toyota. Кто с батарейками бодается постоянно, в сервисы заезжает, меняет поштучно эти батарейки, ну как бы и по полгода ездит и опять в сервис, но это тоже не очень хорошо, потому что вы кошелек свой не экономите. Вот. Если батарея приехала к пробегу к 200 тысячам километров примерно, 200, там 220, это все. Нечего ее ремонтировать, надо просто ставить новую батарею. Ну, контрактную можно купить, она чуть-чуть будет подешевле, но в принципе контракты бывают очень даже достойные. Кто берет контракт 23-22 года, там 24 с Приуса 50 на генерации четвертых элементов, там
с пробегом 40-50 тысяч километров. Я считаю, это вообще новая батарея. Она будет ходить и ходить лет 15, а на 10 будет спокойно ходить. Ну, при должном обслуживании. Там чистка контактов элементарно и чистить элементарно пыль. Вот и все, в принципе, на этом. Все. С вами был Гибрид-центр Якутск. Ну, а мы будем сейчас докалибровывать тачку и отдавать клиенту. Все, скалибровываем тачку. Где-то примерно полчаса машина будет готова. Момент выезда автомобиля с новым сцеплением. Посмотрим, как едет. Так, трогается уже плавненько, хорошо. Зарядка нормально идет. Прокатимся, как едет она на новом сцепе. Сейчас калибровочку последнюю пройдем. Переключилась плавно. Да, на новом сцеплении едет она. Ни толчков нету, ничего пока. Вообще хорошо. Сейчас скалибруемся, прокатимся на нормальном режиме. Оп, пошла. Третья. Четвертая. Прошла одну калибровку. Тяга сразу подрывает, как только педаль нажимаешь, сразу прям едет она. Вот только педаль чуть-чуть нажал, все, она полетела. Все, калибровки вся прошла. Ну, желательно, когда на новом сцеплении, первое время сильно не лихачить. Диском надо дать притереться, потихонечку ездить в обычном режиме. Никаких гонок устраивать не стоит. Вот. Но после месяца, я думаю, эксплуатации она притрется и будет нормальная, прикатается как бы. Все, в принципе. Калибровки прошла с первого раза, никаких проблем вообще не было. Ну, потому что новая. Потому что оригинал. Все, тачку буду отдавать клиенту вечером. Думаю, с машиной мы должны решить. Давай, Хондочка, больше не заезжай к нам долгое время. Как бы так. Только на осмотр. Машину мы прокалибровали полностью. Сейчас посмотрим по окончанию, какие температуры она покажет. Ну так, прокатимся чуть-чуть. Вот едем на электротяге полностью. Набирает как на вариаторе, переключения такие плавненькие прям. Никаких шумов нету, тоже радует. Только от колес шум есть. От колес шум понятно, там шипы стоят, поэтому шумная она. На лето надо переходить. Зарядку сразу получает. Ну, в общем, едет хорошо машина, все вроде бы. Сейчас
проверим еще. На подъемнике течи ставим броню. И на этом все. На обслуживание вот такой фит сцепления. Вот. Ну и тут вскрыли как бы поддон, и уже смотрим, что с двигателя прям масло бежало с пробки сливной. Не дотянули на какой-то станции замены масла. Кто у нас вот такие синие фильтра виковские ставят, я не знаю, может сами меняли. Ну, в принципе, не важно, ну где-то, короче, на станции замены не дотянули к пробку. Иногда вот эту шайбу надо менять, по идее. Перетягивается, но скорее всего просто недотяжка была. Не дотянули, да? Ты подтягивал? Нет, не потянулось. Не подтянулось даже? Не очистили просто. Может быть. Ребята, приехал к нам Prius 30 на замену батареечки. Будем контрактную ставить на генерации 4 элементов. 22 года батарейку. Пришли у меня как раз 2 штучки. Вот. Ну тут видно, что уже лазили. Батарея уже вся помеченная, вся исписанная. Тут получается вот так вот, все грязненько. Надо будет немного пропылесосить, перепаковать батарейку, ну и поставить. Человек машину только купил, понятия не имел даже, что батарейки не очень хорошие у него. Вот. На диагностику заехал, у него батарея даже минуту 30 не продержала, ну где-то минута 30 на просаде, и разбежка почти в 1 вольт. Вот такие вот дела по элементам. В общем, спасать эту батарейку уже смысла особого не вижу. Пробег на машине уже 301 тысячу километров, поэтому это уже явно не первая батарея. Вот это явно уже, наверное, контрактная тут стоит. Плюс еще она леченая. Вот, поэтому будем это безобразие убирать. Будем ставить чистый 22 год от Prius 50. Все, ставьте лайк. Кому нужны батарейки, ребята, обращайтесь. У нас они свеженькие, хорошего качества, все подобранные, отборные. Вот, хлам не покупаю. 15-х годов, 10-х годов вот эти батарейки уже все, хватит. Давно уже от них отъехали. У нас сейчас только новый литий ставим, вот в коробочках литий-ионные. Гаечки в комплекте, контакты, все в комплекте идет, короче. Плюс, ну еще и контрактные батареи тоже устанавливаем. Вот у меня 2 штучки пришло. Одну вот этому Приусу будем ставить. Еще будем ставить вот такую батареечку на Приуса этого 30-го. Элементы все плоские, ген 4. Сейчас почистим контактные группы, все подготовим. Пачка 22 года, отличная. То есть человек будет ездить и радоваться. То есть контракт это практически вот это как новая батарея, можно так сказать. Ну вот такая вот генерация 4 батареечки. В общем, обслужил я ее. Сейчас контакты все почистил тоже. Окислы убрал. Здесь тоже вот так вот и все. Нормально. Сейчас, в принципе, осталось машину поставить его. In the theater room, 2 cuties rubbing my shoulders, putting me in the mood. Life's good, and I ain't got no problem sharing the wealth with my bros. No point in being at the top of yourself. Nice whip, your mind is fast. Where to get the stack pocket full of cash? I'm selling yayo, Mary Jane and hash. Battle axe is back, and yeah, we came to smash. Kingdom come, bass lines, and bring them drums. This is game time, play mine, we're #1. Kingdom come, bass lines, bring them drums. This is game time, play mine, we're #1. Baby, I know you
see me looking hard through binoculars. Young money, fat knots, African rocks for you. KC, battle axe, cha-ching, we mop it up. Vanity dot, nobody stopping us. Rappers talk tough, end up calling the cops on us. You'd rather shoot it out, you don't want a box with us. Pocket full of